Освоить навыки работы с глиной. Эти ребята точно знают, как подружиться с материалом и слепить из него сосуд, сформировать форму шара, переместить в центр и надавить глину, слегка касаясь диска руками. Эта мастерская первая официально зарегистрированная на всей территории Северного Кавказа. При этом она еще и инклюзивная, то есть направлена на людей с ограниченными возможностями здоровья. Проект является социальной инициативой Ингушского общества незрячих и реализуется при помощи фонда президентских грантов. Особенностью этого проекта является то, что он предназначен не только для обычных людей, но и для людей с ограниченными возможностями здоровья. То есть у нас в партнерах региональная организация Всероссийского общества глухих. Мы уже проводили совместные мастер-классы, и я могу сказать, что и у глухих, и у наших незрячих очень хорошо получается. У незрячих, потому что у них очень хорошая чувствительность рук, у глухих, потому что у них хорошая моторика. Ну и потому что они талантливые, и те, и другие. Инклюзивная гончарная мастерская «Малх» – это социальный проект, который стал победителем второго конкурса президентских грантов 2022 под руководством Ингушской региональной организации Всероссийского общества слепых. В скором времени гончарная мастерская будет готова принять своих первых учеников. Мы уже закупили оборудование, мы даже обгоняем свой календарный план. Оборудование iMold, очень качественные круги. Ребята их уже опробовали, считайте, мы уже с ними родные. И у нас сейчас едет наша печь для обжига. А так по мелочи, турнетки, краски, все это мы уже закупили. То есть мы готовы к работе. Единственное, что осталось, это помещение. А какие еще планы? Планы на самом деле громадные. Мы планируем сейчас первый раз такое, как сказать, первая маленькая презентация у нас уже была в Магасе, маленькая презентация у нас ранее, и теперь мы планируем более крупные мероприятия в горах. Кстати, насчет помещения. Своего основного у ребят нет. Это им предоставили временно, бесплатно, ради благого дела. Здесь же будут учиться и росписи. Поддерживают во всех начинаниях ребят и товарищи из Пензы. Они помогают создать гончарную, что называется, с нуля и под ключ. Гончарная мастерская «Малх» однозначно должна теперь задавать тренд, да, и тиражироваться по Северокавказскому федеральному округу. Во-вторых, это мастерская социального типа, мастерская при Всероссийском обществе слепых Республики Ингушетия. И здесь я думаю, что наш проект, который у нас был в Пензе, интерактивное пространство на ощупь, здесь как раз даст им большой опыт работы с незрячими и слабовидящими людьми. Мы уже пробовали это делать, это получается очень здорово. Я думаю, подопечные будут проходить постоянную арт-реабилитацию. На сегодняшний день глинотерапия активно используется в реабилитационных программах для детей и взрослых с нарушениями здоровья. Она развивает общую и мелкую моторику, улучшает физическое и психологическое здоровье. При этом очень важно наличие качественной глины. С этим проблем у ингушских гончаров не возникло. И третья составляющая этой мастерской, которой мы очень рады, буквально на днях мы добыли, ребятам гончарной мастерской добыли 9 видов разной местной глины. И часть из них замечательно подходит. И я надеюсь, что здесь будет свое производство глины, тем более, что в России сейчас нормальной глины, нормального производства нет. Я надеюсь, что Республика Ингушетия задаст тренд еще и вот в этом направлении. Организаторы уверены, проект этот долгосрочный. Гончарники планируют проводить мастер-классы и для обычных людей. Будет это не бесплатно. Все заработанные деньги уйдут на расходы мастерской. Кстати, специально для нашей съемочной группы провели мастер-класс по изготовлению сосуда. И с мокрыми руками уже нежно ее обнимаем. Сначала ее надо почувствовать. Вот она прям сильно бьется, видно по рукам, что она у вас сильно бьется. Теперь одной рукой упираемся в бортик, чтобы она у вас зафиксировалась рука. И с правой рукой, если вы правша, с правой рукой уже гоним ее в центр. Это делается вот таким образом. Вот. Создать вот такой красивый кувшин может каждый. Для этого здесь есть все необходимое, а опытные мастера помогут. Главное иметь желание и терпение. Хава Гагиева, Мухаммед Белакиев, Новости 24.